Из Челнов до Магадана на автомобиле и обратно. Позади 19 городов и более 20 тысяч километров дорог. Главная цель 30-дневной поездки – северо-восточный город-порт Магадан. О том, как прошло путешествие и почему челнинцы решили отправиться в Магадан, в нашем сюжете. Маршрут для путешествия выбран не из легких – набережные Челны, Магадан, да еще и на автомобиле. Оказалось, это была мечта детства – посетить одно из самых суровых мест на земле – полюс холода, село Аймекон и заодно город Магадан. Как признаются спортсмены-путешественники Даниил Болтачев и Федор Алексеев, это автоэкспедиция одновременно и воплощение мечты, и возможность перенять профессиональный опыт у других организаторов спортивных клубов. Подготовка к нелегкому путешествию заняла полгода. Самая красивая, наверное, сама дорога была, Колымская тракт, вот это получается, 2000 километров от Читы до Магадана, он проходит по горам, по серпантинам. Это, реально круто, как будто очутился, не знаю, где-то на Кавказе, на Алтае. Потом еще также вот на Алтай как раз заехали, там также вот эти все серпантины, горы. Это было вот именно самая красивая часть, скажем, путешествия. Да, из городов набережной Челны. За путешествиями челнинцев можно было наблюдать и в социальных сетях. К примеру, ВКонтакте была создана специальная группа под названием «Автоэкспедиция Челны-Магадан-2018». Всем привет, физкульт. Привет, ребят. Путешественники признаются, что во время автоэкспедиции не хватило запасных колес. Ремонт машины ребятам иногда приходилось делать самостоятельно в экстремальных условиях. В тайге мы сломались, во сколько там, 2 часа ночи, тайга по 300 километров ни в другую, ни в какую сторону. Нет ни городов, ни машин, ничего. На тебя куча комаров налетает, а у тебя боковой порез. Когда мы его заделали, мы приехали в шиномонтажку, говорят: ребят, как вы вообще до этого догадались, как вы умудрились? Экстремальная ситуация, они помогают. Что касается планов на будущее, то ребята хотят на следующий год организовать трансазиатскую экспедицию и посетить Монголию, Казахстан, Таджикистан, Грузию, Армению. Благодаря этой автоэкспедиции появилось много желающих присоединиться к ним. Поэтому вполне возможно, что в скором времени ребята отправятся в новые путешествия не на одной машине. Марьям Фаирушина, Эльдар Шайдуллин. Новости Челны ТВ.